Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами прокурор Янинского района Ястребова Оксана Геннадьевна. Я бы хотела вас ознакомить с работой нашего района за первый квартал 2017 года. Прокуратурой нашего района систематически осуществляется надзор за исполнением законодательства о межнациональных отношениях, противодействии экстремистской деятельности и терроризму. В течение первого квартала с целью противодействия экстремистской деятельности и терроризму при прокуроре района проведены 3 заседания межведомственной рабочей группы, где запланированы конкретные совместные мероприятия, определены сроки и лица, ответственные за их исполнение. В целях противодействия терроризму организованы мероприятия по усилению безопасности мест проживания, массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и иных объектов повышенной опасности. По решению межведомственной рабочей группы работниками прокуратуры совместно с сотрудниками отделения надзорной деятельности МЧС, отделения полиции по Янинскому району проведено 8 целевых проверок антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Выявлено 8 нарушений. С целью их устранения внесено 2 представления. По результату их рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Проведены инструктажи о действиях при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства. К примеру, в ходе совместной проверки в одной из общеобразовательных учреждений выявлены нарушения пропускного режима, что создавало условия беспрепятственного проникновения в здание посторонних лиц, в том числе, возможно, и террористов. По данному факту внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены. В прокуратуре района также проверены розыскные дела по фактам безвестного исчезновения граждан, фактов сокрытия преступлений в целях исключения фактов сокрытия преступлений об их участии в незаконных вооруженных формированиях. Установлено, что данные розыскные дела заведены обоснованно, сведения об участии указанных граждан в незаконных вооруженных формированиях не выявлено. Оперативным подразделением полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий проведены проверки с целью выявления лиц экстремистской направленности. Миграционной службой проведены проверки мест пребывания иностранных граждан. Правонарушений не выявлено. Антитеррористической комиссией по решению рабочей группы обобщены сведения о ходе разработки паспортов безопасности мест массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране полиции. В целях противодействия распространения идей экстремизма и терроризма работниками прокуратуры, полиции, органов местного самоуправления организованы лекции в школах и учреждениях. Разъяснено законодательство в указанной сфере. В результате проведенной совместной профилактической работы правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера в течение первого квартала 2017 года не допущено. В прокуратуре Янинского района систематически проводится профилактика преступлений, правонарушений, в том числе в отношении условно осужденных. В течение первого квартала 2017 года с целью предупреждения рецидивной преступности среди осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, в рамках координационной работы по противодействию преступности работниками прокуратуры совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции отделения полиции осуществлены выезды в Алдияровские, Новобуянские сельские поселения. Осужденные проверены по месту жительства, об их поведении в общественном месте опрошены соседи. Кроме того, они приглашены на Совет профилактики сельского поселения. В ходе заседания Совета профилактики указанные лица заслушаны о своем поведении в быту, в общественных местах. Им разъяснена ответственность за неисполнение обязанностей и нарушение ограничений, возложенных судом. Особое внимание уделяется прокуратуре контролю за поведением условно осужденных. С целью предупреждения совершенно осужденным новых правонарушений и преступлений прокурором поддерживаются в суде представление начальника уголовно-исполнительной инспекции о продлении испытательных сроков и возложении дополнительных обязанностей на осужденных за допущенные нарушения. К примеру, за нарушение порядка отбывания наказания осужденному к условному сроку наказания Шумскому продлен испытательный срок. Урмашский районный суд, рассмотрев представление начальника уголовно-исполнительной инспекции о продлении испытательного срока на 1 месяц в отношении 58-летнего жителя Янинского района Сергея Шумского, который был осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно за совершение преступления, предусмотренного пунктом А части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, это кража с незаконным проникновением в чужое жилище, согласился с мнением начальника уголовно-исполнительной инспекции и
прокурора и продлил этот испытательный срок. В ходе судебного заседания было установлено, что 8 мая 2015 года днем Сергей Шумский, страдая от похмелья, с целью хищения алкогольной продукции проник в дом соседей. Не обнаружив спиртного, он похитил кофейный сервиз, который продал за 150 рублей. На вырученные деньги он сразу же купил спиртное и тут же его выпил. В ходе испытательного срока Сергей Шумский допустил нарушение общественного порядка. Так, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения он был привлечен органом внутренних дел к административной ответственности. Кроме того, он допустил неявку на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Нарушение возложенных на него судом обязанностей. Не находился после 22 часов дома. В связи с неисполнением осужденным возложенных судом обязанностей, суд с целью предупреждения совершения Шумским иных правонарушений продлил ему испытательный срок. Также прокурор совместно с начальником уголовно-исполнительной инспекции добивается направления злостных нарушителей порядка отбывания наказания в места лишения свободы. Так, в феврале текущего года за нарушение порядка отбывания наказания отменено условное осуждение 20-летнему жителю Янинского района Александру Статьеву и определено отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима. Установлено, что Калининским районным судом 19 сентября 2016 года Андрей Статьев осужден за совершение преступления, предусмотренной статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это грабеж группы лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Суд, назначив условное осуждение, установил испытательный срок, в течение которого осужденный должен был своим поведением доказать исправление. Кроме того, суд возложил на Статьева обязанности не менять постоянное место жительства, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, не покидать постоянное место жительства в период с 22 часов до 6 часов утра. Однако осужденный на путь исправления не встал. Несмотря на то, что ему был судом дан шанс на исправление, Александр Статьев продолжал нарушать порядок и условия отбывания наказания. Без каких-либо уважительных причин он неоднократно не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, с 22 часов до 6 часов утра не находился дома по месту постоянной регистрации. В ходе судебного заседания установлено, что молодой человек постоянно, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, выезжал в город Чебоксары, где проживал у родственников. Таким образом, установлено, что Статьев систематически не исполнял обязанности, возложенные на него судом. Суд согласился с мнением начальника уголовно-исполнительной инспекции и представителя прокуратуры. Постановлением Урмарского районного суда условное осуждение Александру Статьеву отменено, и он направлен для отбытия наказания в колонию общего режима. В зале суда он взят под стражу. В результате совместной профилактической работы с участием начальника уголовно-исполнительной инспекции, отделения полиции в течение первого квартала 2017 года не допущено повторных нарушений лицами, которые состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Уважаемые телезрители, участились случаи мошенничества с использованием банковских карт и мобильных телефонов. Зачастую жертвами таких преступлений становятся граждане, которые размещают объявления о продаже товаров на сайтах в интернете. Мошенники обращаются к ним под видом потенциальных покупателей и в ходе телефонного разговора под предлогом оплаты покупки с помощью банковской карты узнают реквизиты карты и совершают кражи, требуя предоплаты. Предупреждаем, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам не только ПИН-код, но и номер своей карты и другие реквизиты, такие как фамилия и имя владельца карты, трехзначный код, напечатанный на оборотной стороне. К примеру, одна женщина, которая проживает в Янинском районе, разместила в интернете объявление о продаже свеклы. Ей позвонили, убедили, что перечислят деньги на банковскую карту. Женщина назвала паспортные данные, пин-код, номер своей карты. Тогда мошенники, узнав все необходимые данные, через Сбербанк онлайн перевели ей на банковскую карту денежные средства с ее же Сберкнижки, заверив, что деньги перечислены им. Буквально на следующий день мошенники попросили вернуть деньги, так как передумали покупать свеклу. Доверчивая женщина перечислила им более 6 тысяч рублей. Лишь через 2 недели ей стало известно, что она перечислила мошенникам свои же денежные средства. Такая же ситуация произошла с женщиной,
которая проживает в Янинском районе, разместив в сети интернет объявление о продаже гусей. Ей позвонил мужчина и выразил желание купить 15 гусей для организации. Затем попросил назвать ее номер банковской карты, пароль. Женщина, не раздумывая, назвала эти данные и стала ждать, когда же мужчина приедет за гусями. Однако никто не приехал. На телефонные звонки мужчина не отвечал. Когда женщина через 2 недели пришла в банк для оплаты кредита и узнала, что сберкнижка закрыта, на банковской карте денежных средств не имеется. Выяснилось, что сразу после того, как она назвала свои паспортные данные, номер, пароль банковской карты, все деньги с ее счета обналичены. Женщине повезло, на ее карте было только около 5000 рублей, могли бы похитить намного больше. Граждане, будьте бдительны, не теряйте банковские карты, не пишите на их оборотной стороне пин-коды, не доверяйте посторонним лицам не только пин-код, но и номер своей карты, пароль и другие реквизиты. Помните, что в случае смены номеров, имеющих у вас мобильных телефонов, к которым привязаны услуги «Мобильный банк», необходимо в срочном порядке отключить услугу от этого номера, которым вы больше не пользуетесь. В противном случае номер телефона в связи с длительным неиспользованием мобильным оператором может быть передан иным лицам, которые в свою очередь могут осуществить различные переводы денежных средств с вашей банковской карты, которая привязана к этой услуге. Таких преступлений в Янинском районе в 2016 году было совершено 3. У граждан были украдены таким образом вся зарплата за несколько месяцев. Зачастую на телефон жертвы мошенники высылают СМС-сообщения, что их банковские карты якобы заблокированы. Просят сообщить владельцу реквизиты карты для восстановления к ней доступа. Помните, что банковские работники никогда не спрашивают таких сведений. Указанные схемы используют только мошенники. Так, в феврале месяце одна молодая доверчивая женщина таким образом перечислила 145 тысяч мошеннику. Денежные средства с баланса телефонов банковских карт могут похищаться также использованием вредоносного программного обеспечения, отправляющего злоумышленниками сведения о ваших банковских картах путем звонков и отправки сообщений на платные номера. Никогда не идите на поводу мошенников, требующих якобы от имени правоохранительных органов выкуп за освобождение родственника, имеющего проблемы с законом, до совершения ДТП, задержание с оружием, наркотиками. Зачастую такие звонки и сообщения приходят в ночное время, когда человек наименее бдителен и не всегда способен дозвониться до своих близких с целью проверки информации. Также имеются ссылки для скачивания вредоносных программ. Во многих случаях эти ссылки присылают на телефон сами мошенники. Ни в коем случае не осуществляйте загрузку таких приложений по непроверенным, подозрительным ссылкам и источникам. Используйте антивирусное программное обеспечение для мобильных телефонов. Многие из мобильных антивирусов являются бесплатными. Липовые выигрыши в лотерее, СМС-просьбы о помощи, сообщения об ошибочном зачислении на счет телефонных средств. Такие способы используются мошенниками с целью хищения. Зачастую установить лиц, которые похитили деньги указанными способами, является нелегкой задачей, поскольку мошенники, как правило, находятся на территории иных субъектов. Денежные средства ими могут обналичиваться посредством различных электронных платежных систем, которые затрудняют идентификацию мошенника. Помните, ваша безопасность зависит только от вас. Будьте бдительны. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание. С вами был прокурор Янинского района Ястребова Оксана Геннадьевна.